Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце у чарговы раз до нас дайшоў, тому что нагода была, прадстаўнік Белпол і Белпол, які чарговае сваё шакуючае, як любяць казаць СММшчыкі, расследаванне выдаў на гара. І Владимир Жыгар, прывітанне, Владимир. Добрый день. Владимир, давайте адразу сходу конкретно до гэтага расследавання тычыцца, ну можна сказать, гіганта беларускага аўтамабіля будаўніцтва, а гэта БелАЗ. Чаму БелАЗ? Что вас как бы что стало триггером, в том сэнсе, чаму звярнули на яго менавіта увагу? Ну, скажем так, триггером было то, что нам предоставили определенную информацию, мы начали с этой информацией, как обычно, работать, начали, скажем так, раскручивать этот клубок, увидели, что там играет огромную роль президентский спортивный клуб Дмитрий Лукашенко, и в конечном итоге вот получилось такое расследование. Это только первый фильм, всего их будет 3, в каждом из этих фильмов мы будем рассказывать определенные там интересные моменты, будут определенные такие блоки. Каждый фильм будет рассказывать о том, как семья Лукашенко фактически разворовывает успешное белорусское предприятие, которое действительно, по сути, не будь Лукашенко вот 30 лет у власти, это предприятие могло бы развиваться, оно могло бы модернизироваться, люди там могли бы получать действительно очень достойные зарплаты. Но сейчас, по большому счету, БелАЗ – это предприятие с нулевой прибылью, которое живет за счет кредитов, различного рода там дотаций, списывают им кредиты, а их основной дилер, так называемый, то есть торговый дом БелАЗ, входит в топ-100 компании по обороту денежных средств в России. Вот, Владимир, давайте все ж таки паступова раскручивать гэты клубок, як кажуць. Ну, зразумела, беларускія прадпрыемствы, якія зараз нібыта уратаваў Лукашенко ад пасля развала Советского Союза, яны ўсе сядзяць, фактычна ўсе сядзяць на датацыях, на падтрымках і гэтак далей. Нічога дзіўнага няма. І здавалася б, ну, чарговае прадпрыемства, чарговыя датацыі. Адкуль тут сям'я, адкуль тут прозвішча Лукашэнкі узнікае у звязку з гэтай тэмай, коррупцыйнай тэмай. Да, и в чым тут коррупция? Ну, тут смотрите, тут ситуация такая. БелАЗ, холдинг, не имеет никакого права продавать свою технику, либо что-либо, то, что они производят, там, запасные какие-то части, конечному потребителю не может. Для этого созданы так называемые торговые дома, которые зарегистрированы в России. Это такой основной дилер. У этого дилера есть еще дилеры. Там их, по-моему, если я не ошибаюсь, их более 20. В каждом из этих дилеров, непосредственно как и в самом торговом доме БелАЗ, присутствует семья Лукашенко в виде президентского спортивного клуба. В остальных дилерах уже не присутствует холдинг БелАЗ, но присутствуют люди, которые непосредственно аффилированы с Дмитрием Лукашенко. И вот во втором фильме у нас будет такой яркий пример, где условно самосвал стоит $1 миллион, а доходит до конечного потребителя за миллион, там, около 1 700 000. И вот эти 700 000, которые мог бы заработать БелАЗ холдинг, они оседают у дилеров. Причем самому холдингу, вот эти все дилеры, в самый последний момент возвращают деньги. То есть в это время эти вот деньги, они работают. Там мы тоже будем показывать схемы, как эти деньги работают. И вот одно время президентский спортивный клуб владел там 30% акций. Были такие двое. Один из них очень хорошо известный, это Юрий Чиж, второй это Кулуев Виктор Шагдамович. Это люди непосредственно связаны с режимом Лукашенко, с Дмитрием Лукашенко. В конечном итоге акции были разделены так, что сейчас вот этот основной, то есть дилер, самый такой основной в России, который был создан в 2007 году, торговый дом БелАЗ, им владеет президентский спортивный клуб, там 45% акций. При этом этот же торговый дом
занимается спонсированием того же самого президентского клуба, спортивного клуба отдельно. Лукашенко-младший очень сильно хлопочет за руководство торгового дома. То есть вот это такая вот коррупционная схема. Я прыгадываю, колькі гадоў таму Лукашенко вельмі так рашуча выступаў і абяцаў змагацца, вынішчыць все гэтыя фірмы, прокладкі, фірмы, якія займаюцца пасярэднікамі, вот і гэтак далей. Атрымліваецца, что как бы змаганне закончылася тым, что как бы, як это, калі не можаш нешта перамагчы, то возглавь его. Лукашенко возглавил, семья Лукашенко возглавила вот все вот эти коррупционные схемы. Если бы здесь речь шла о каком-то частнике, то это бы называлось необоснованный посредник, скажем так. И, естественно, здесь было бы множество различных уголовных дел. И здесь вот для сравнения, по большому счету, можно очень так хорошо показать, что есть ситуация вот с БелАЗом, а есть ситуация с молочным делом, когда вот директоров молочных комбинатов задерживали там, может быть, месяца 8 назад. В принципе, схемы одинаковые. Просто у БелАЗа вот в этой схеме есть семья Лукашенко, а в молочном деле семьи Лукашенко не было. Ну, теперь, наверное, она уже и будет и там. И это касается не только одного БелАЗа, вот такие схемы. Все машиностроение не имеет права продавать что-либо, ну, наверное, за исключением Мамкадора, но там совсем другая история. Вот все вот государственные предприятия не могут продавать что-либо непосредственно покупателю. Для этого созданы торговые дома в России, где также есть президентский спортивный клуб в качестве акционера. То есть атрымліваецца ад самага пачатку вось такой нормай закона яны зрабілі так, каб мець магчымасць ствараць вось гэтыя адмысловыя, ну как бы гучыць прыгожа, гандлёвыя дома там ці прадстаўніцтва, а насамрэч, если бы это делал бы частник, он бы сразу же, скажем так, был задержан, присел бы. То есть, умовно кажучи, а сам завод не может стварыць такой вот торговый дом свой? Получается, что торговый дом, частью торгового дома БелАЗ в России владеет холдинг. Но самим холдингом владеет государство. Но это все очень условно. Понятное дело, что там всем управляет Лукашенко. Но они делают это так, и тут же еще какая интересная ситуация, что все налоги, все, что они получают, это все не идет в государственный бюджет. Все это оседает в России. Все то, что мог бы БелАЗ получать, минуя, там ведь помимо торгового дома есть еще дилеры, есть те компании, которые занимаются транспортировкой там запасных частей непосредственно самих БелАЗов. Есть компании, которые обеспечивают их там аудиторские отчеты, все это делают. То есть это все вот одна структура, где люди, в общем-то, друг с другом связаны, и практически все имеют непосредственную связь с президентским спортивным клубом. И получается, вот условно, Дмитрий Лукашенко, вообще, Беларусь так разделили. У нас есть, например, зона ответственности вот президентского спортивного клуба, это все машиностроительные предприятия, это еще будет отдельная, скажем так, тема для разговора. Есть такие, вот как управделами Лукашенко, или сейчас там отзеркаленная компания, потому что управделами попали под санкции, то есть Vector Capital Group, которая занимается там землей, мы рассказывали это в расследовании про Сочи, когда была украдена земля. Вот Лукашенко разделил вот так вот всю страну. И есть еще такие, опять-таки, аффилированные с ним так называемые там белорусские олигархи. Одним из таких был Чиж, но как только он попал в немилость, он сразу же, в общем-то, все потерял. И в конечном итоге получил там 3,5 года. Так, я тут зраблю такую короткую рекламную, может быть, паузу, не рекламную, просто обвестку, але вот аккурат таки нагода, один комментар дал мне нагода вот менавіта зараз перайсці до такой обвестки. Вот что самое дивное, передо мной сядзіць Владимир Жыгар.
Я гляжу, скажем, першую серыю расследавання про БелАЗ. Дарэчы, яна падшытая у нас у апісанні гэтага эфира, ёсць яна у анонсе на сайте, таксама прамая спасылка на відэо так указаная. Там таксама на экране Владимир Жигар. Человек пишет: почему в последнее время все чаще на экране появляется Купрейчик, а Жигар и остальные, получается, на подхвате? Не, ну это абсолютно не так. Матвей появляется в определенных видео, в некоторых видео мы снимаемся вместе, в некоторых я отдельно. Тут в зависимости от того, как у кого получается. Не, ну вот бачите, я, напрыклад, со свайго пункту гледжання, бачучы вот зараз насупраць сябе Жигара, гледзячы, праглядаючы перад эфірам фільм про расследаванне про БелАЗ, які я вам раю ўсім пераглядзець, таксама бачу там Жигара. У мяне это адваротнае как бы уражанне, что гэта ён на першым плане, а все астатнія на подхвате. Ну, у нас такого нету. Нет такого, что первый план, второй план. Если у кого-то получается, там, не знаю, лучше, кто-то больше понимает эту тему, может быть, больше с ней работал, тот, собственно, выступает спикером. У нас нет таких моментов. Ну, безумоўна, гэта я троху так как бы жартаваў, але сапраўды ўсё выдатна падзеленае, сферы, хто больш разбіраецца, ну і хто больш каму імпануе. Вот, скажем, мне як вядучаму на Еўрарады больш падабаецца весці эфіры і размаўляць на гэтыя тэмы с Владимиром Жигаром, таму как бы ён до нас і прыходзіць, а астатніх мы просто не пускаем у студыю. Они там ждут внизу. Ну, рада, с разборками пришли. Я вот до этого. А яким чынам все ж таки менавіта прэзідэнцкі клуб? Чаму менавіта Дима Лукашенко вот тут з'является? Получается, по большому счету, что, ну, опять-таки, Лукашенко все так разделил. Если Виктор Лукашенко занимается больше, скажем так, силовой составляющей, опять-таки, и про это тоже мы расскажем. Там один великолепный был документ нами получен, который все расскажет про одну такую структуру. Там, скажем, даже и добавить нам будет нечего. А за Дмитрием Лукашенко вот именно эта зона ответственности. Так называемый президентский спортивный клуб, который фактически является, ну, к спорту он имеет, ну, такое себе отношение, но вот ко всем таким важным вещам, как вот машиностроение белорусское, например, да, тот же самый БелАЗ, он имеет непосредственное отношение. И, повторюсь, это удивительная ситуация, при которой государственное предприятие могло бы зарабатывать действительно серьезные деньги, а оно живет, мягко говоря, очень так по средствам, а его основной дилер и люди, которые, скажем, связаны с этим дилером, они очень шикуют. Ну да, наверное, их невозможно назвать вот олигархами с точки зрения там России, но это люди, которые очень близки к олигархам. И есть такой момент, что там год назад все топ-менеджеры БелАЗа, торгового дома БелАЗа и остальных там, скажем так, структур ездили отдыхать. На этот отдых было очень легко и просто потрачено 200 тысяч евро. Это 200 тысяч евро, которые могли оказаться и должны были оказаться в Беларуси, с которых были бы оплачены налоги, которые пошли бы в государственный бюджет. Но Лукашенко это не нужно. И поэтому вот создаются такие вот структуры с людьми, которые вот как Чиж, как тот же самый Клуев, ну да, вроде владельцы акций, но они просто так номинально там и просто контролируют, что происходит вот в основном дилере, чтобы президентский спортивный клуб, семья Лукашенко зарабатывали деньги. Вот я аккурат-таки хотел звярнуцца до тэмы гэтых двух асобаў. Калі вы показывали графікі, як ствараўся гэты фірма-прокладка, умоўна кажучы, спачатку гэтых асобаў там не было. Потым яны з'явіліся. Адкуль и для чаго? Кулуев был непосредственно введен в структуру торгового дома БелАЗ, чтобы настроить все процессы, посмотреть, как топ-менеджеры торгового дома БелАЗ работают, скажем так. Об этом вот непосредственно будет в нашем втором фильме. Чиж это тот самый, действительно, первый кошелек Лукашенко, доверенное лицо. Ну, поэтому Чижу было просто отдано вот небольшой пакет акций, который давал ему возможность зарабатывать деньги как непосредственно в самом торговом доме БелАЗ,
так и в компаниях, которые аффилированы с торговым домом БелАЗ, то есть другим, там, БелАЗ-сервис, БелАЗ-Поморье. И как только все процессы в самом торговом доме были уже налажены, все было, в принципе, нормально, генеральный директор этого торгового дома прошел все возможные проверки, Кулуев там уже в качестве владельца акций, то есть как человека, который что-то там контролирует и управляет, он уже был не нужен. Акции у него забрали. Да, у него осталась там формальная должность, по которой он получает достаточно неплохие денежные средства каждый месяц на свой расчетный счет. Акции у него забрали. Ну, а ЧИШ — это, я не знаю, это загадка, потому что сколько мы вот не пробовали уточнить, почему так, но ЧИШ действительно действовал абсолютно нетипично. Он прекрасно знал, как все выстроено. Он великолепно был осведомлен, как работает весь этот механизм, и, выйдя из СИЗО КГБ, он сразу же пишет заявление о том, что вот я считаю, что менеджмент торгового дома, он как бы там с вопросиками, и поэтому необходимо привлечь компетентные органы для того, чтобы проверить, а что там да и как. Но он великолепно знал, что все, даже аудиторские компании, они связаны с торговым домом, что ты ничего не добьешься. Но он пошел напролом, он думал, что, скажем так, вот эта мантия ему все позволяет, и он действительно верил, что Лукашенко либо семья его поддержит. Но семья его, мягко говоря, не поддержала. ЧИШ лишился всего. Да, вот на днях он там вернул себе владение там Трайплом, но что такое Трайпл сейчас? Это просто уничтоженная, когда-то достаточно неплохая бизнес-империя. Сейчас это жалкое подобие от того, что было. И сможет ли он вернуться на прошлые позиции? Естественно, нет. Для Лукашенко он уже, на мой взгляд, отработанный материал. Яшчэ одна тэма мяне вельмі зацікавіла. Вы там звярнулі ўвагу на дырэктароў самого вот прадпрыемства, самого БелАЗа. Спачатку той дырэктар, які быў, умоўна кажучы, там до 20-го і ў 20-м годзе, які адзначыўся і тым, што вядзе як трэба для сям'і Лукашенко ўсе справы, і плюс яшчэ і звальняе супрацоўнікаў, у якіх хоць нейкі намёк нелаяльнасць ёсць, і зараз сам патрапіў пад затрыманне, прычым па карупцыйным артыкуле. Я, можа быць, прапусціў, можа, не зразумеў. Там ёсць падрабязнасці, што там, як, за што, як это так, чалавек увязаны ў карупцыйнай схеме на карысць сям'і, а там это что, яшчэ параллельная коррупция некая? Ну, скажем так, все вот эти Никифоровичи, Лесины, либо кто будет потом в будущем, они не играют для БелАЗа глобально никакой роли. Они прекрасно знают, как работает механизм. Они не будут заниматься тем, что что-то там менять, либо модернизировать, усложнять. Эти люди, скорее всего, просто допустили какие-то небольшие оплошности. Но всем же понятно, что кого бы ты ни назначил, ну, если ты назначишь нормального человека, он первое, что он придет и скажет, о том, что так работать не должно вообще ничего. Почему мы через непонятные структуры, ну, понятные, но и одновременно непонятные структуры продаем сами самосвалы, масла, детали? Почему мы делаем так и теряем на этом деньги? Почему торговый дом не возвращает нам деньги по поставленной уже продукции? Ну, это очевидно и абсолютно понятно, если бы это был нормальный директор. Но они, такие как Никифорович, Лесин, ну, они же прекрасно понимали, как это все работает, почему это так работает. И они сказали, окей, хорошо, но в системе Лукашенко ты поработаешь немного, тебя могут задержать, ты там немножко посидишь, и потом тебя отправят поднимать какой-нибудь там отстающий совхоз. Все равно об этом никто говорить в так называемых белорусских СМИ не будет. Там большинство людей и не знает, кто такой Никифорович, и что там у него за история. Ну, когда-нибудь, где-нибудь он опять всплывет. Это, безусловно, ненормально. Поэтому это просто не самые важные винтики во всем механизме, которые легко заменяются, и даже отсутствие их, либо там ненормальная их работа никак не влияет на весь механизм. Как бы мы уже не один раз сказали, что это как бы нормальная практика.
Вот для диктаторской страны, для дачынення да таких дырэктароў, і я просто не разумею матывацыю саміх вось гэтых людзей. То есть яны ведаюць, что вот гэта такая практыка, і яны згодныя на тое, чтоб вот быць часткай вінцікам этой карупцыйнай сістэме, пронесет, получыць нейкія там пэўныя грошы, неблагія грошы, але потым сесці, большую часть этих грошай аддаць у якасці адкупнова, а потом поехать поднимать колгасы, чистить обосранных коров? Ну, потому что они надеются на то, что а вдруг их пронесет. А вдруг вот со мной вот так не будет. Я буду еще лучше, чем мой там предшественник, буду выполнять эти приказы. И так ведь не только с этими директорами есть. Так, в принципе, было везде. Я в свое время работал на заводе, куда пришел директор, который уже развалил до этого несколько предприятий. Он приходит, все прекрасно понимают, что это человек не способный. Но вот так работает белорусская экономика, так работает белорусское машиностроение. Любой человек вменяемый, который вот приходит, и он действительно болеет за производство, он придет и посмотрит, и он первое, что он скажет: так не должно быть, так нигде нету. Нету такого, чтобы там техника New Holland продавалась вот так. А белорусское, все, что произведено вот машиностроительным сектором, все продается именно так. И на всем этом зарабатывает только там, в основном, семья Лукашенко и люди, которые находятся рядом с ним. Вот, глядзіце, глядач под нікам Евгеніюш Нагорны абураецца просто, колькі яны яшчэ будуць красці, няўжо ў гэтага няма канца? А у мяне тут как бы іншае пытанне, а ўвогуле можна подлічыць? Я разумею, что ўсё не подлічыш, а хотя бы на я маю на увазе шырокія все гэтыя сферы, і зямля, і заводы, і ўсё астатняе, але вот на канкрэтным прыкладзе БелАЗа, ну тут падвой можна глядзець по-рознаму, альбо колькі БелАЗ недоатрымаў грошай, ці там, скажем, колькі яны здолелі украсці? По самым скромным, повторюсь, по самым скромным подсчетам, по там самым минимальным коэффициентам, с учетом того, что там девальвация российского рубля, там это по самым скромным подсчетам, это как минимум $500 миллиарда. Это по самым скромным. Потому что там есть такие моменты, как подарки, которые дарятся. Понятно, что это взятки, но это подарки. Как вот отдых, о котором я уже сказал, когда все топ-менеджеры едут на Камчатку отдыхать там в спа, какой-то там спа-отель, спа-курорт за 200 тысяч евро. То есть это как минимум $500 миллиарда. Как минимум. На самом деле эта цифра будет, на порядок больше. Владимир, вот пытанне ад гледача, можа быть сапраўды вот человеку, які можа быть просто патлумачыць, як это працуе і чаму там, скажем, на захадзе гэта працуе по-іншаму. Вот я не совсем понимаю, о чем речь. У меня, например, Toyota, и я ее не на заводе купил, а у дилера. Это неправильная какая-то схема? Вот чым вот сапраўды мы купляем машины, мы ж не едем на завод, які вырабляе гэта машины, мы идем там, я не ведаю, там нейкі дилерскі дом, гандлёвы дом, ці яшчэ хочаш назови, и купляем там. Тут таксама атрымліваецца, расійскія, кому там трэба там этим вытворцам, яны купляюць БелАЗ, не едуць у Мінск, не з завода яго забіраюць і вязуць, а ідуць в это. Если бы в торговом доме БелАЗ, во всех остальных дилерах, в компаниях, которые занимаются логистикой, транспортировкой всего этого, был только БелАЗ Холдинг, это был бы один вопрос. Но если есть президентский спортивный клуб, республиканская, там, общественная организация, есть огромное количество людей, которые прямо, то есть им отданы акции просто так, то вот в этом и есть проблема. Когда БелАЗ продает свой самосвал, он должен получить за это денежные средства согласно контракту. Но эти деньги не возвращаются. Эти деньги работают сначала в одном дилере, потом в другом дилере, потом в торговом... то есть в зависимости от того, какая была цепочка изначально, то есть поставки, вот эти деньги работают везде. И суммы, которые они там переворачивают ежедневно, это миллиарды российских рублей.
Я приоткрою маленькую тайну. Они занимаются чем? Они занимаются овернайт-кредитами. То есть это когда ты вечером положил деньги в банк, утром их с процентами забираешь. И мы там не нашли цифру таких сумм, которые меньше миллиарда. Там было 7-12 миллиардов рублей. Вечером положили, утром забрали. Вечером положили, утром забрали. И так вот отработал один дилер. И себе вот эту прибыль забирает. Дальше деньги перетекают к другому дилеру, и он повторяет то же самое. В это время холдинг должен платить за электроэнергию, зарплаты рабочим, покупать сырье для производства новых самосвалов. Но денег у него нет, эти деньги работают в России. И в это же самое время что делает БелАЗ Холдинг? Он просит кредиты у государства. У государства денег тоже нет. Эти деньги вновь берутся у России, но мы же прекрасно понимаем, что российские деньги фактически уничтожают, российские кредиты, они уничтожают будущее нашей страны. Да, потом деньги в конечном итоге там через сколько-то месяцев приходят в БелАЗ Холдинг. Но только это уже совсем другое. И как мы показывали, например, и торговый дом наделен такими возможностями, что сейчас они выходят и на африканский рынок, и на Венесуэлу. И этим мог бы заниматься, не знаю, сертифицированный представитель БелАЗа, но не торговый дом, где даже основные денежные средства оседают даже не в торговом доме, а в остальных дилерах, которых просто тьма. Столько не нужно. Некоторые, такие как Автохиммаш, эти люди вклинились, потому что торговый дом сертифицирует любых других дилеров. Так вот, Автохиммаш стал фактически дилером торгового дома только потому, что руководство Автохиммаш очень сильно любит Харли Дэвидсон. И это руководство, то есть Автохиммаш, там еще такая компания Мегаполис Инвест, они продавали, дарили мотоциклы всем понятно кому. Например, мотоциклом Харли Дэвидсон от Автохиммаш владеет такой Евсеев, который уничтожал молчаливые акции протеста. Генеральный директор А1 Гельмут Дуз. То есть там... И вот поэтому Автохиммаш смог попасть, вот, сертифицироваться у торгового дома. Но у торгового дома принцип такой. Они могут тебя сертифицировать только тогда, только в том случае, если человек, представляющий торговый дом, президентский спортивный клуб, войдет в состав акционеров этого нового дилера. Ну да, што из гэтай серыі мы яшчэ не закранули, что варта было подзначить, ну и может быть, что с наступных серий Я таких... так просто скажу, что вот там особенно было интересно, это когда мы получили, в общем-то, полностью бракоразводное дело Чижа, то есть вот его супруги. И там четко было написано о том, что Чиж продавал акции по номинальной стоимости в 120 раз дешевле реальной стоимости, просто потому, что он выполнял приказ Лукашенко. И Чиж был прекрасно осведомлен о том, что какая настоящая стоимость этого пакета акций. И когда, об этом мы уже в фильме не рассказывали, но там в этом деле уже последним документом идет то, что там последний и предпоследний документ о том, что Чиж, супруги, Чижа, объяснили, что неплохо бы ей знать ее место. И следующим уже документом идет о том, что она уже все претензии по поводу продажи акций Юрию Чижом, торгового дома БелАЗ, она снимает, вопросов никаких. Все. И дело было сразу же прекращено. Владимир, вы ссылаетесь на документы, на вот конкретные материалы справаў, и в чарговый раз мы с вами уже это абмяркоўвалі, але тут таксама люди пытаются, ці сапраўды вы ці это прыходзіць, вы там
умеете шукаць і з адкрытых крыніцаў знаходзіце гэтыя матэрыялы, ці сапраўды атрымліваеце інсайды з міліцыі, там, я не ведаю, там, з якіх-небудзь іншых органаў адпаведных, і што штурхае людзей, якія да гэтага часу там працуюць, гэта сліваць вам? Потому что я даже неоднократно об этом говорил, люди не могут иначе выражать свою точку зрения на происходящее внутри Беларуси. Многие люди видят нашу работу и предоставляют нам эту информацию. Ну, опять-таки, мы не все показываем и не обо всем можем сказать, но люди видят нашу работу, видят то, чем мы занимаемся публично, не публично, и они объясняют некоторые принципы. Один из таких принципов, например, это классно, когда... классно, относительно классно, да, то есть когда вводятся санкции против вот таких больших предприятий. БелАЗ, там, МТЗ, это бьет по этому предприятию, это бьет непосредственно по Лукашенко. Мы показываем, почему удары по таким предприятиям, это все-таки удары по Лукашенко в том числе. Увы, невозможно разделить простых людей, простых рабочих и Лукашенко в данном случае. Но это же нам показывает о том, что КПД таких санкций изначально неплохой, но потом он начинает уменьшаться. Потому что, во-первых, режим адаптируется к этому. Во-вторых, есть вот такие компании-прокладки, например, как тот же самый торговый дом БелАЗ, Б24 Инновация, там БелАЗ Сервис, там их масса, там можно вообще очень долго о них рассказывать. Важно, то есть, вводить санкции не только против вот этих, скажем, холдингов, а и непосредственно против вот этих вот дилеров и людей, которые с ним связаны. Потому что во втором фильме мы расскажем про главное действующее лицо торгового дома БелАЗ, покажем, сколько он зарабатывает на фактически государственном предприятии Республики Беларусь. Так, тоже маленькая ремарка. 14-комнатная квартира в Москве. Внушительно, согласитесь. Мы расскажем, какие у него есть гражданства, и как они были получены, и какие средства туда уходят. Вот против этих людей необходимо вводить в том числе санкции, чтобы КПД повышался. Чтобы не только БелАЗ, потому что они же тоже путают. Они тоже путают эти схемы. Они на некоторых предприятиях, на некоторых дилерах, они, например, могут даже снимать лейбочки, что это БелАЗ. Вот против всех вот этих дилеров необходимо вводить санкции для того, чтобы КПД вообще, в принципе, от санкций был намного выше. И тут тоже это такая информация не очень приятная, но по факту БелАЗ, в том числе, как и огромное количество белорусских машиностроительных предприятий, участвует в производстве вооружения в интересах армии русских. Поэтому, увы, господа... А БелАЗ яким чином? Хоть болтик, хоть гаечку, хоть что-то, но они это производят. Я не могу рассказать всех подробностей, которые там есть, но можете мне поверить. Они производят в том числе хоть что-то в интересах армии русских. Мы до этой тэмы яшчэ вернемся, да санкцый я маю на увазе, але вот пытанне ад вожыка патрыёта вяртае до нас, до нашай мінулай сустрэчы, вашага мінулага расследавання, не аднаго, в прынцыпе, да ўсіх папярэдніх, але перш за ўсё тых, якія датычацца працы беларускіх прадпрыемстваў на расійскія, так сказать, ВПК. Ці ёсць наступствы папярэдняга расследавання пра зброю, наколькі гэта закранула ланцужкі паставак, ці ёсць рэакцыя? В одной своей публикации, которая где-то была, наверное, может быть, неделю-полторы назад, мы показали большую схему, и это только была схема, которая касалась производства прицелов. И на сегодняшний момент большое количество предприятий попало в санкционные пакеты. Великобритании, Японии, 3 пакета санкций Соединенных Штатов Америки, 2 пакета европейских санкций. Особенно здесь
можно сказать про компанию китайскую Shenzhen 5G, которая попала в санкции Японии, США и Европейского Союза. Это разрушает вот эту логистику, это замедляет процессы поставки необходимых комплектующих в Беларусь. Естественно, из-за этого имеются простои, имеются проблемы с поставкой уже готового там оборудования в Россию. И, стало быть, это не поступает на фронт. Мы делаем все то, что мы можем делать. Мы говорим только то, что мы можем сказать. Мы очень часто не прямо, но намекаем людям: посмотрите наше расследование. Посмотрите, пожалуйста, например, как 14-й пакет санкций и Белома. И посмотрите обоснование включения Белома в санкции. И опять посмотрите на наше расследование оружейной обороны. Мы не можем, это как бы не принято говорить что-то так прямо, но мы заставляем белорусов подумать, почему происходят те или иные процессы. И очень хорошо, что, проанализировав еще чуть более года назад всю санкционную политику, которая была по отношению к Беларуси, сейчас мы уже больше не видим включения в санкционные списки, например, там, Окрестина, например. То есть, как вообще, что значит ввести санкции против Окрестина? КПД 0. Но слот, который мог бы занять, например, действительно какой-то кошелек режима Лукашенко, либо какая-то компания, которая производит что-то в интересах там, армии русской, он был занят. Например, мы рассказывали не так давно про то, что была такая компания «Лаборатория аддитивных технологий» и ее директор гражданин Чивель. Так вот, лаборатория аддитивных технологий, понимая, что, скорее всего, ее ждет санкционный пакет, очень быстро поменяла свое название. Но, слава богу, у нас есть люди, которые отслеживают, скажем так, такие движения в Беларуси. Информация нам это пришла, и мы смотрим на санкционный пакет США последний, и мы видим как старое название лаборатории аддитивных технологий, так и новое название этой компании. А также мы видим отдельно гражданина Чивеля, жена которого работает у него на еще одной его компании Merphotonix во Франции, живет в Сент-Этьене. Я думаю, эта информация тоже скоро определенным государственным органам стран Европейского Союза пригодится, и мы увидим определенные результаты по этому направлению. Результаты есть. Белорусов слушают, белорусов слышат. Мы можем аргументированно доказывать, почему то или иное действие важно прямо сейчас. Понятно, не бывает по щелчку реакции. Санкции все-таки это такой достаточно, особенно европейский, это такой достаточно тяжелый, бюрократический момент. Но движение есть. Впервые на основании материалов белорусских демократических сил мы увидели санкционный пакет, в санкционном пакете Японии компанию, которая непосредственно была в наших расследованиях. Мы видим реакцию Тайваня, мы видим реакцию Южной Кореи, которая ввела там 250, по-моему, последний раз было позиций по продаже то или иного оборудования для России и Беларуси. Все это не происходит просто так, потому что кто-то это захотел. Когда люди не понимали, что нужно делать, вводили санкции против Окрестина. Ну, это классно, это очень политически громко, но только КПД нулевой. И с точки зрения борьбы с Лукашенко это вообще ничего не значит. Цікавы, конечно, поворот. Але вось вы кажаце про тое, что беларусаў чуюць і беларусаў слухаюць. Правда, узнікае пытанне, чаму вось у таких вось накірунках, як в прынцыпе расследаванне і потым нейкія санкцыйныя спісы беларусаў чуюць, а калі складаюць спісы по вызваленні палітвязняў, то что-то беларусаў не чуюць, не слухаюць і про іх забываюць. Але гэта не пытанне не да вас, і да вас іншае пытанне. Вось вы в прынцыпе выступаете за санкцыйны ціск, за пакаранне санкцыямі за вось такі саўдзел у дапамозе расійскім агрэсарам і гэтак далей. Зараз актуалізаваліся спрэчкі з нагоды
магчымасцяў і метадаў вызвалення палітвязняў. У тым ліку ідуць размовы про тое, што можа быць нам тут, я умоўна кажу, там легітымізаваць рэжым, пайсці на тое, каб пэўныя санкцыі знялі, было палягчэнне. Галоўнае, каб людзі выходзілі. З гэтай нагоды якое вы пазіцыі прытрымліваеце? Ці от ўсё ж таки лёс людзей, вызваленне палітвязняў не каштуюць таго, чтобы санкцыі неяк вот зменшыць? Если мы говорим об освобождении людей, то в первую очередь мы должны говорить про остановку репрессий. Если просто освобождать людей, это тоже важно, но это к этому я еще вернусь. А освобождать людей взамен на санкции, но при этом не остановить куда-то вот каток репрессий, то чем потом вот эти господа, которые это предлагают, чем потом они будут торговать? Смотрите, вот, например, я понимаю, что людей необходимо освобождать. Если кто-то может это делать, не используя, например, уменьшение давления на Лукашенко, окей. Но также нельзя его, то есть, легитимным признавать. Когда мы вот услышали это на конференции «Новая Беларусь», я не знаю, вот у вас была в эфире госпожа Лойко, которая сказала о том, что вот там, где я сидела, многие сказали, наконец-то хоть кто-то это сказал. Я не могу процитировать то, что сказали люди, рядом с которыми сидел я. Мы сидели на разных сторонах на конференции. Я не могу процитировать. Чему? Это некультурно, мягко говоря, некультурно. Когда люди за правду говорят, что давайте мы тут признаем Лукашенко, там чуть-чуть, все слышали, что было сказано. Все слышали, в каком контексте это было Владимир, сказано. можа быць, побач с Вольгай сядзелі людзі, якія прайшлі гэта ўсё, такие, что со мной сидел рядом Кабанов, например. И Петрухин не сидел, но он писал. То есть, это одно. Все это понятно. И Лукашенко признавать нельзя. Может, давайте тогда вообще сделаем так, что мы признаем Лукашенко, и, в общем-то, террора в отношении белорусов не было. А как тогда мы будем смотреть там родственникам Бондаренко в глаза? Это раз. Во-вторых, продолжим, да? И потом мы сразу же слышим фразу. Не прям там сразу, но слышим. Давайте сейчас не признавать Тихановскую. Здорово. И очень красиво это просто ложится в то, что 23 февраля... Сейчас включится следчий, який раскладе нам як взаимосвязано. Я никого не могу ни в чем обвинять, но просто когда я это смотрю, для себя я выводы абсолютно делаю. Поделитесь. С такими людьми говорить, работать нельзя. Это вредно. Лично для меня. И тут мы знаем, Лукашенко мы признаем, Тихановскую мы не признаем, 23 февраля выборы, а видите, он отпускает людей. Если Лукашенко кого-то отпускает, он это не делает ни для кого из нас. Он делает, потому что так надо для него. У меня коллега хорошую фразу сказал не так давно, что Лукашенко сначала делает очень плохо, а потом делает плохо. А для нас кажется, что хорошо. Он сначала людей задерживает, незаконно всех осудил, пытал, а сейчас он у нас, он там, благодетель, отпускает людей. Ах, какой он хороший стал. Он это делает, потому что так нужно ему. Если бы он мог, если бы он реально мог, он бы вообще никакие там суды эти не делал бы. Он бы всех расстреливал. Потому что он ненавидит этих людей. Он ненавидит всех нас. Потому что мы хотели забрать у него самое дорогое, самое важное, что у него есть. Это власть. Потому что власть дает ему неограниченные возможности. И мы хотели это забрать у него. Нет никакой возможности вернуться, как некоторые пишут там в Фейсбуке, нет возможности вернуться в 19 год. Даже моральной такой возможности у нас нет. Потому что забыть все то, что было, невозможно. Забыть убитых невозможно. И кто-то рано или поздно ответит за все эти пытки, убийства,
ответит. Ніхто гэта не аспрэчвае. Размова ідзе пра тое, і вот учора Краўцоў напісаў свой пост, дзе напісано, ну вот, давайте возьмем шлях на деэскалацию. Какую деэскалацию? Лукашенко сегодня, огромная часть экономики белорусской работает в интересах русских. Давайте мы просто скажем, все, вопросов нет, санкции снимаем, завозите весь товар. Лукашенко мало того, что... Вот 14-й пакет, о котором тут очень многие говорили, там туалетная бумага и прочее. Был у нас хороший документик один, и там было прописано, что 14... Это Лукашенко хорохорится, что да мы там с Европой не торгуем, нас это не интересует. Так вот, 14-й пакет, введенные санкции, ударили по экономике Беларуси в миллиард. Но самое главное, там было прописано, что вот гармонизация санкций не позволит Беларуси закупать что-то, что нельзя продавать русским. То есть, условно, ту же самую туалетную бумагу, условно, закупили коммерсанты в Беларусь и потом ее продали в Россию подороже. И все счастливы. Вот так это, вот это работает так. Нельзя признавать Лукашенко. Нельзя. Вы говорите, никто не спорит с тем, что вот там привлечены будут... Так никто не говорил год назад о том, что нужно Лукашенко признавать. Давайте посмотрим через год. Скажут, в целом давайте как-то действительно перевернем страницу. Было да и было. Нет, так не будет. Такие переговоры, если эти люди действительно понимают, чего они хотят, хотя, не знаю, сложно, конечно, сказать. Такие переговоры, вот если они уверены в том, что с Лукашенко можно договариваться, ждите с Минска. Это будет честно. Вы же уверены в том, что обманщику можно поверить, и с обманщиком можно сыграть в игру. Так и ведите с Минска эти переговоры. Никто же этого не хочет. И когда начинают говорить, все, давайте деэскалация, а что, эти господа, которые говорят про деэскалацию, они что-то эскалировали? Они как-то боролись с режимом Лукашенко? Они только сидели, сложивши ручки, и говорили, что нет. Что? Назовите мне вот яркий пример. Например, Вадим Евграфович Прокопьев. 5 достижений Прокопьева. Он Лукашенку на бой выкликал. Ладно, окей, 1. Лукашенко, правда, не дошел. Мы понимаем, что нету этих. Погоня, которая делалась, не доделалась. Радио Гага, тоже, да, весело, прикольно, но это не то. Лично для меня, вот если говорить про продление мандата, не мандат, лично для меня Светлана Тихановская за 4 года, в принципе, доказала, что она занимает свое правильное место, и она должна делать то, что она делает. Потому что если бы здесь вопрос стоял у Беларуси, не о жадности, не о каких-то зависти, а именно о белорусах, было бы окей. Но, увы, это не так. Тот, кто хочет бороться с режимом Лукашенко, ему Тихановская не мешает. Делайте. Вас никто не сдерживает. Вам никто не мешает и руки не связывает. Мы не подчиняемся офису Светланы Тихановской. У нас обычное, нормальное, рабочее взаимоотношение, но 50% от тех контактов, которые у нас имеются, 50% тех контактов, которые получают достоверную, нормальную информацию о том, что происходит в Беларуси. Получают нормальные кейсы для того, чтобы оказывать действительно давление на режим Лукашенко. Эти 50% контактов, это получены от офиса Светланы Тихановской. И нам это ничего не стоило. Мы просто пришли и сказали, нам нужно. Потому что у нас есть информация, которая действительно может ударить по Лукашенко. Мы знаем то, мы знаем это, и это было нам предоставлено. Кто мешает этим людям бороться с режимом Лукашенко? Я читаю время от времени, когда уже совсем тоска нападает, я читаю чат Координационного совета. Если в прошлый раз я говорил 2 шага вперед, 1 назад, то сейчас, наверное, 2-2. Потому что никакого пока конструктива, кроме некоторых моментов, я не вижу. И потом эти же люди говорят, так, мы признаем Лукашенко, частично, не частично, это вообще плевать. Главное, признаем. Мы не признаем Тихановскую.
И давайте, вот, например, мы будем освобождать людей путем не остановки репрессий, то есть не устраивать такую ситуацию, при которой Лукашенко сам или его там чиновники, или его какие-то там лоббисты придут и скажут: окей, давайте все, давайте на стоп, мы останавливаем репрессии, вы останавливаете, делать то, что вы делаете, давайте будем договариваться. Просто обменять политзаключенных на там, санкции, давление, признание. Ну, вот за прошлый месяц буквально ехал к вам, читал, что было возбуждено или задержано 170 человек. За липень. Да, здорово. И потом вот эти же люди, которые говорят про то, что нужно торговать там политзаключенными, они же говорят о том, что нам поступают сигналы о том, что режим вот может быть там где-то что-то качнулся. 170 это сигнал? Так я и сейчас не могу рассказать всего того, что там происходит изнутри, потому что есть люди, которые были задержаны, выходили потом с нами на связь, рассказывали, что там внутри. Это не сигналы. Ну, вот это, ну, если только не рассматривать их в обратную сторону. И то, что сейчас Лукашенко кого-то освобождает, это он делает только лишь потому, что ему так надо. Вот просто ему сейчас он хочет немножко вот освободить людей, потому что он так захотел. Владимир, але вось з другога боку пытанне. Мы кажам про тое, что трэба ўводзіць санкцыі, трэба нейкі там націскаць на рэжым і гэтак далей. Што можа быць, то есть са спадзевам, што гэты санкцыйны ціск, гэтыя страты, там гэта яшчэ там невядома што, але прымусіць рэжым ну неяк пайсці на ўжо з таго боку на пэўную дээскалацыю, вызваляць палітвязняў у тым ліку. Днямі я глядзеў сюжэт, дзе выступаў не на ноч будзе ўзгаданы некультурным, так сказать, грамадстве Юрий Воскресенскі, які казаў, что пускающие вот эти вот демократы не прымазываются, что яны там своими нейкімі цісками, санкциями ці яшчэ не чым-небудзь привялі до того, что вот люди, якія выходзяць, гэта вот их заслуга, их заслуги нема ніякай, это добрая воля Лукашенко, вот гуманнасць яго, ну и плюс вот наша маецца на увазе вот яго воскресенская работа крапатлівая, штодзённая по тым, как вот люди писали заявы, а ён там это ўсё, ну и далей по тэксце. То есть ваша ўсё ж таки роля у гэтых процессах ёсць, вот як вы оцениваете? Я хотел бы верить, что да. Я очень хотел бы верить, что да. Но опять-таки мы чуть более года назад мы смотрели на санкции. Да, они были в некоторых там сферах они были достаточно серьезные, в некоторых нет. Но только год назад, по сути, мы начали понимать все процессы, все схемы, и мы начали на это давить. И сейчас вопрос, увы, стоит не только в том, что санкционное давление там, для освобождения политических заключенных или каких-то там реформ Беларуси демократических. Здесь еще идет речь о том, что мы все вот эти годы, последние 2 года, говорим, очень многое зависит от победы Украины. Так вот, мы должны помогать Украине победить всеми возможными способами. Кто-то донатит, кто-то, как добровольцы, воюют непосредственно в Украине. Если говорить про санкции, нужно вводить санкции, которые бьют по военно-промышленному комплексу Беларуси, устраивают там проблемы, и что-то не попадает на фронт. Это наш, пускай небольшой вклад в общую победу. Потому что если так... И это показывает и украинцам в том числе, что если вы победите, мы вам помогаем, чтобы вы победили. И когда будет какой-то там мирный договор подписан, мы тоже хотим быть стороной, которая не просто там Беларусь будет там никто не представлять, а мы хотели бы представлять нашу страну, чтобы все-таки она ушла вот из, скажем так, российской зоны влияния. И это все это делается. И мы уже в некоторых интервью говорили о том, что наши представители, о том, что увы, ситуация такова, что очень многое из того, что делает Лукашенко сейчас в интересах армии русских, больше похоже на то, что они могут на войне вот в Украине не остановиться.
И это тоже проблема. И сейчас все эти проблемы необходимо решать. Да, их много, но еще раз скажу, людей, которые действительно занимаются этим вопросом, не сидят сложа руки и не рассказывают о том, как надо, не так и много. Это у нас принято считать, что да, там все... Нет, у нас нет такого, что у нас тут сотни тысяч человек, которые этим занимаются. Потому что некоторые только занимаются критикой, кто-то просто рассказывает, вот, что нужно сделать вот так, а сам-то ничего не делает в этом. Хотя бы не делает то, что сам говорит. Кто-то занимался, например, и занимается больше там, политическим пиаром с точки зрения санкций. Я понимаю, что это, наверное, может тоже, если ты там политическая структура, может, тоже это надо. Но сейчас у нас вот есть задача максимально помочь Украине, максимально помочь людям, которые находятся на фронте, максимально усложнить жизнь предприятий. Еще раз повторюсь, огромное количество белорусских компаний задействовано в производстве, хоть мелочи, но в интересы армии русских. Если мы разрушаем вот эту вот логистику санкциями, деньги не попадают в Беларусь, сложнее делать цепочки обхода санкций, меньше денег попадает в Беларусь, меньше денег Лукашенко получает для того, чтобы поддерживать в том числе, например, силовой аппарат. Нету простых ответов на эти сложные вопросы. Нету. Чтобы было понятно, как нужно сделать, чтобы эти люди вышли прям по моменту. Так нет таких ответов. Нам нужно сделать условия, с моей точки зрения, настолько жесткими, чтобы лоббисты Лукашенко сами пришли и сказали, не то, что мы освобождаем людей, все, репрессии, стоп. Стоп. И это было действительно видно, что люди перестали задерживать людей. И вот тогда освобождение людей, например, взамен на какие-то там поблажки, это даже не, поблажкам даже не относится отмена санкций, какие-то просто поблажки, незначительные вещи, как, например, там, условно, опять-таки, все самолеты Лукашенко убрать. Это никак не влияет на борьбу с режимом. Да, это ему неприятно, но это никак не влияет на борьбу с режимом. Там, или убрать некоторых, не знаю, там, судей даже из санкционных списков, потому что это тоже КПД этих санкций практически равен нулю. Но вот это поблажки такие. Взамен на то, что люди начнут выходить, а новые не будут задерживаться, вот это окей. Но к этому необходимо двигаться, нужно над этим работать. А еще раз повторюсь, у нас очень много тех, кто говорит, и очень мало тех, кто действительно делает. Дякую вялікі. На завершэнне, калі чакаць наступную другую серию вашего расследования белазовского? Я почему-то, у меня такое вот есть ощущение, что между двумя сериями Белазов что-то все равно еще будет. Ага. Такий інсайдик такі. Намёк. Да, як мне тут намёкі даюць адтуль, што 17 верасня можа нешта быць. Можа быць, сапраўды, нешта. І выйдуць чарговыя людзі, і можа быць, нават гэта будзе у тым ліку і вынік тых дзеянняў, тых санкцый, якія былі уведзеныя па выніку расследаванняў, праведзеных расследавальнікамі з Белпола. Дякую вялікі. Владимир Жыгар, Дмітрий Лукашук. Слухайте, глядзіце, сачыце за чарговымі расследаваннямі ад Белпол. І як намекнуў Владимир, перад другой серыяй датычна Белаза будзе штосьці яшчэ цікава. А на якую тэму? Штосьці будзе. Не, зразумела, а на тему? Будет очень интересно. Будет очень интересно. Раздеваемся и ждем. Дякую вялікі, до сустрэчы. Саня.